Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня практическое занятие по геометрии. Тема аксиомы стереометрии. Цель урока – рассмотреть пространственные аксиомы C1, C3 и стереометрические аналоги планиметрических аксиом И1 и И2. Повторить аксиомы планиметрии, научить применять аксиомы стереометрии при решении задач. Школьный курс геометрии, планиметрия, стереометрия. Планиметрия от греческого означает измерять плоская поверхность, то есть плоскость. Стереометрия от греческого пространственный. Основные фигуры на плоскости, основные фигуры в пространстве. Мы знаем, что геометрия возникла из практических задач людей. Геометрия лежит в основе всей техники и большинства изобретений человечества. Геометрия нужна технику, инженеру, рабочему, архитектору, моделеру. Что такое геометрия? Геометрия – наука о свойствах геометрических фигур. Что такое планиметрия? Планиметрия – раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур на плоскости. Основные понятия планиметрии. Точка, прямая. Стереометрия – это раздел геометрии, в котором изучаются фигуры в пространстве. В стереометрии, так же как и в планиметрии, свойства геометрических фигур устанавливаются путем доказательства соответствующих теорем. При этом отправными являются свойства геометрических фигур, выражаемыми аксиомами. Аксиомы – это первоначальные факты геометрии, которые принимаются без доказательств и позволяют вывести из них дальнейшие факты этой науки. Аксиома обладает наивысшей степенью общности и представляет начало всего. Основные фигуры в пространстве: точка, прямая, плоскость. Изображать плоскость мы будем в виде параллелограмма или в виде произвольной области. Плоскость, как и прямая, бесконечна. На рисунке мы изображаем только часть плоскости, но представляем ее неограниченно продолженной во все стороны. Плоскости обозначаются через греческие буквы альфа, бета, гамма. Введение нового геометрического образа плоскость заставляет расширить известную нам планиметрию систему аксиом. Поэтому вводится группа аксиом С, которая выражает основные свойства плоскости в пространстве. Эта группа состоит из трех аксиом. Аксиомы группы С. Первая аксиома. Какова бы ни была плоскость, существуют точки, принадлежащие этой плоскости, и точки, не принадлежащие ей. Вторая аксиома. Если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку. Наглядной иллюстрацией аксиомы С2 является пересечение двух смежных стены и потолка классной комнаты. Аксиомы группы С, С3. Если две различные прямые имеют общую точку, то через них можно провести плоскость, притом только одну. Рассмотренные аксиомы С1, С3, то есть стереометрические аксиомы, относятся только к плоскостям, и к ним необходимо добавить аксиомы о прямых, аналогичные соответствующим планиметрическим аксиомам. Таким образом, система аксиом стереометрии состоит из аксиом планиметрии и аксиом группы С. Система аксиом стереометрии.
и 1. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей. Через любые две точки можно провести прямую и только одну. Система аксиом симметрии. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между другими двумя. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые она разбивается любой его точкой. Прямая, принадлежащая плоскости, разбивает эту плоскость на две полуплоскости. На плоскости через данную точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не более одной прямой параллельной данной. Аксиомы стереометрии описывают способ задания плоскости, взаимное расположение прямой и плоскости, взаимное расположение плоскостей. Способы задания плоскости. Плоскость можно провести через три точки, аксиома первая. Можно провести через прямую и не лежащую на ней точку, теорема первая. Можно провести через две пересекающиеся прямые, теорема третья. Взаимное расположение прямой и плоскости. Прямая лежит в плоскости, прямая пересекает плоскость, прямая не пересекает плоскость. Множество общих точек. Прямая пересекает плоскость единственная точка, прямая не пересекает плоскость не общих точек. Следствие из аксиом стереометрии, теорема. Следствие, теорема первая. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом только одна, теорема вторая. Если две точки прямой принадлежат плоскости, то вся прямая принадлежит плоскости. Свойства, выраженные в ТЦ, используются для проверки равности чертежной линейки. Линейку прикладывает краем к плоской поверхности стола. Если край линейки ровный, то он всеми своими точками прилегает к поверхности стола. Если край неровный, то в каких местах между ним и поверхностью стола образуется просвет. Следствие из аксиом стереометрии. Теорема третья. Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно привести плоскость, и притом только одну. Иллюстрации жизни. Табурет с тремя ножками всегда идеально встанет по пол и не будет качаться. У табурета с четырьмя ножками бывают проблемы с устойчивостью. Если ножки у стола не одинаковые по длине, табурет качается. То есть опирается на три ножки, а четвертая ножка, четвертая точка, не лежит в плоскости пола, а висит в воздухе. Прочти чертеж. Прочти чертеж. Прочти чертеж. Решение задач. По рисунку ответьте на вопросы. Какие точки принадлежат плоскости альфа? Какие точки не принадлежат плоскости альфа? Решение задач. По рисунку ответьте на вопросы. По какой прямой пересекаются плоскости? Первая АБС и БСС. Второе АБС и АСС. Третье АБС и АБС.
Сколько общих точек могут иметь две плоскости? Каково взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве? Верно ли, что через любые две прямые проходит плоскость? Подведение итогов урока. Каким вопросом был посвящен урок? Домашнее задание. Выучить аксиомы стереометрии, повторить аксиомы планиметрии. Разгадай кроссворд. Расстояние от точки окружности дает центра, радиус. Второй вопрос. Часть прямой, отрезок. Третий вопрос. Самая большая сторона прямоугольного треугольника. Гипотенуза. Четвертый. Четырехугольник, у которого все стороны его равны. Квадрат. Пятый. Треугольник со сторонами 3, 4, 5. Египетский. Шестой. Часть круга. Цирк.